От демографии до предстоящих выборов. Об этом будут говорить на гражданском форуме, который пройдет в конце августа в Уфе. Здравствуйте. Итак, Энже Ахмадуллина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан, сегодня у нас в студии. Энже Ревелевна, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте обсудим, какие темы будут озвучивать на гражданском форуме, который состоится у нас в столице Башкортостана. Ну, давайте начнем с напоминания, что 27 августа в Конгресс-холле в Уфе будет гражданский форум. И для чего же он, гражданский форум, будет проводиться? Он будет собирать, именно консолидировать гражданское общество, институты гражданского общества, также некоммерческие организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления для конструктивного, эффективного взаимодействия соберутся на гражданском форуме. И, безусловно, в существующих реалиях, как изменяется гражданское общество, как оно трансформируется, какие есть запросы, все это мы будем обсуждать именно на гражданском форуме. И он пройдет под девизом, который Ради Фарич Хабиров озвучил в своем послании «Все для победы». Гражданский форум проводится уже не первый год. Это традиционное мероприятие. И наверняка вот предыдущие форумы показали свою эффективность. Что было реализовано в жизни? Есть такой пример? Гражданский форум, на самом деле, по итогам гражданского форума всегда рождаются новые проекты, рождаются поручения главы республики. И одним из таких, наверное, примеров можно назвать это экопатруль, который был создан на базе Общественной палаты Республики Башкортостан, временная рабочая группа по экомониторингу, и она уже в течение 2 лет функционирует. И, конечно, реагирует на самые острые экологические проблемы, вопросы, которые возникают в республике. Энже Ревелевна, современная повестка гражданского форума, современная программа, как поменялась, какие темы будут поднимать? Сегодня наверное, один из самых острых вопросов – это вопрос демографии. И он, безусловно, будет обсужден на гражданском форуме. Будет отдельная площадка, будут интересные спикеры, где конкретно будут выработаны уже предложенные решения, как же нам с вами стабилизировать или поднять демографию в республике и в стране. Тем важнее еще вопрос, связанный с детьми, это буллинг, это мошенничество, как защитить наших детей от деструктивного контента в интернет-сфере, как все-таки донести до каждого родителя, до каждого ребенка, где можно, где нельзя, где хорошо, где плохо. Вот эти вот вопросы, они будут подняты именно на гражданском форуме. Но и без патриотизма, без воспитания, без ярких примеров тоже не обойдется. Площадка будет в том числе и по патриотическому воспитанию. При этом еще и будет состоится награждение, насколько я понимаю, победителей конкурса «Отцовская доблесть». Да, это традиционный конкурс, это еще одна традиция Общественной палаты Республики Башкортостан. В 7-й раз Общественная палата будет награждать лучших из лучших наших отцов, которые своим примером показывают, как нужно воспитывать и детей. В этом году у нас есть и номинации «Многовнуковые дедушки и дедушки». Вот, поэтому здесь мы взяли скажем так, этот год, который у нас называется, годом дружной семьи, большой. И поэтому здесь у нас одна из номинаций – это «Многовнуковый дедушка». В этой номинации тоже были заявки, есть победители. Пройдет награждение. Ну, что хочется сказать, что радостно, что есть и заявки самому возрастному, это 79 лет, и самый молодой папа, который заявился на конкурс, это 28 лет. И все-таки мы видим, что в нашей республике много многодетных семей. Вот даже есть яркие примеры, тоже 13 детей воспитываются в одной семье. И все они достойные, скажем так, жители Республики Башкортостан. И очень приятно, когда смотришь, изучаешь анкеты, заявки, видеть, что у нас есть такие замечательные примеры.
Инжира Вильевна, у общественников всегда есть хорошие идеи, да, и их благие намерения просто прекрасны, но их нужно как-то реализовать. И без спонсорской помощи, без помощи тех, кто готов оказать меценатскую поддержку, наверное, не обойтись. Вот насколько сейчас есть такие бизнесмены, предприниматели, которые готовы поддержать? Но вообще можно вот 100% ответить на этот вопрос таким даже образом, наверное, что нет ни одного равнодушного предпринимателя на территории не только Республики Башкортостан, но и всей Российской Федерации, потому что вот за последние несколько лет государство настолько поддерживало предпринимателей и грантами, и субсидиями, и были замечательные программы по модернизации оборудования, автотранспорта и так далее, что сегодня бизнес чувствует некую такую ответственность, отдачу, да, вот поэтому и бизнес-сообщества сплотились в том числе. И теперь не только некоммерческие организации, не только волонтерские центры, но и при предприятиях создаются волонтерские центры, которые уже сообща и гуманитарную помощь собирают, и выезжают в зону проведения специальной военной операции, помогают семьям. И сегодня даже могу сказать, что есть такой пункт в коллективном договоре предприятия, я надеюсь, что он уже у всех появился, что в случае, скажем так, подписания контракта, и если близкий родственник ушел в зону специальной военной операции, то предприятие в том числе оказывает материальную помощь близким родственникам. Инжира Вильевна, гражданский форум – это своего рода мероприятие для промежуточного подведения итогов работы Общественной палаты Республики Башкортостан, ну, вот и в том числе тоже. Какие, может быть, итоги будете готовы озвучить? Потому что я знаю, что состоялась серия выездных заседаний Общественной палаты. Были в Чекмагушевском районе, да, если не ошибаюсь, в Бакалинском районе. Какой, может быть, есть вот результат, итог по этим поездкам? Как вообще общественники на местах работают? Промежуточные итоги, ну, считаю, что подводить еще рано. У нас очень ответственная работа, ответственный этап сейчас наступает. Это подготовка именно общественных наблюдателей к выборам, которые у нас пройдут 18, 19 и 20 сентября. И мы пул общественных наблюдателей сейчас обучаем. Это около 13 тысяч человек, которые обучаются по методике Ассоциации независимого общественного мониторинга. И, конечно, вот это вот наша основная задача – прозрачность, легитимность выборов провести и обучить, подготовить наших общественных наблюдателей. А что касается, скажем так, выездов, да, это, конечно же, продолжение, скажем так, нашей работы Общественной палаты 7-го состава, когда мы 2 года тому назад усилили эту работу. И вот в прошлом году в 114 раз мы практически выезжали в каждый муниципалитет. Где-то мы были по 2 раза, где-то были по 3 раза. Сейчас мы также продолжаем эти выезды, и что, наверное, можно сказать, что мы не только в райцентры сейчас выезжаем, мы выезжаем и в населенные пункты, где есть вопросы у населения и запрос на то, чтобы их услышали. Итак, впереди нас ожидает гражданский форум. Самые главные идеи будут озвучены именно здесь, будут говорить о том, что волнует общество. И затем уже подведение итогов и реализация тех идей, которые там прозвучат. Все верно? Все верно. Мы желаем вам удачно провести форум, чтобы действительно общество было услышано, чтобы могли прийти к компромиссу, какие действительно на сегодня есть самые актуальные вопросы. И самое главное, как их решить для того, чтобы мы знали, как нам двигаться и куда двигаться дальше. Инжира Вильевна, спасибо огромное. Спасибо. Это была программа интервью о предстоящем гражданском форуме в Уфе. Мы говорили с Энже Ахмадуллиной, это председатель Общественной палаты Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.